Несколько сот лет не было независимости. Почему? Потому что народ не свободный, как и сейчас. А что мы сейчас имеем? Мы не имеем сильную армию, мы не имеем сильную экономику. А почему? Потому что мы слабый народ. Любой, кто рядом находится из крупных государств, Китай и Россия, может просто прийти и отобрать все. А мы здесь ползаем, говорим: ой, мы боимся, Путин вдруг придет, как в Украину. Украинцы воюют за свою независимость, за свою свободу. И они переживут эти трудные времена, это будет сильное государство, потому что там сильные люди. А мы сейчас не можем просто сбросить этих стариков, у которых там пару десятков тысяч полицейских охраняет. Нас 20 миллионов, мы не можем построить сильное государство, потому что мы слабые. А как наши люди, если не могут защитить себя, свою семью, свои интересы, живут на нищенскую зарплату, вешают кредиты на себя, как они могут сменить эту систему, эту власть, если всего боятся? Понятно, что Китай и России мы еще больше будем бояться. Тут говорят: ой, не надо, там Путин завтра к нам придет. Наши предки, они дрались за свою землю, поэтому такое государство большое было построено. А дальше, когда они прекратили образовываться, вкладывать деньги в вооружение и все прочее, обучать людей, наше государство ослабело и нас съели. Вот даже я вам так скажу, вот мы алашевцев прославляем, но алашевцы, например, у них была линия, что давайте мы будем строить государство, как в Японии. Это в 20-30-х годах. Что такое Япония была в 20-30-х годах? Это была императорская Япония. Императорская, захватническая, которая развязала войны, захватывала азиатские страны, долбила Китай. В 1940 году напала на базу американскую. Это была императорская. Понимаете? То есть они в качестве примера предлагали построить новый Казахстан императорский. Вы понимаете, это о чем говорит? О том, что тогда люди, вот те алашевцы, они не понимали, какую страну на самом деле надо строить. Потому что передовые государства были только демократические. И сейчас то же самое. Понимаете? Даже алашевцы не имели серьезного образования и понимания. Они получили где-то вот в России, в царские системы образования получили образование. И самое лучшее и высокое это у них было, это Япония, императорская Япония. Понимаете? Что значит образование? Поэтому, если мы хотим действительно стать сильной нацией, независимой, мы должны иметь высокообразованную нацию. А высокообразованную нацию с этим правительством, с этой властью мы не построим. Они не заинтересованы. Они заинтересованы, что вы получали ничтожные деньги, были обвешанными кредитами, были трусливыми. Были трусливыми и только надеялись, что в том мире Аллах накажет вот кого-то. Чтобы вы были пассивными, бездеятельными и ничего не делали, не протестовали. Собственно, именно поэтому Марат Желанбаев и другие люди сидят в тюрьмах. Именно поэтому я сейчас нахожусь за рубежом. Именно поэтому я обращаюсь за финансовой поддержкой, хотя имел гигантское многомиллиардное состояние. Но я это все отодвинул. Вы посмотрите, что за собой оставляет Назарбаев. Да, у него есть богатство многомиллиардное, пока. Все равно наступит время, когда все это будет отнято. И у него, у его детей, внуков это время уже неуклонно продвигается. Что остается у него? Проклятие народа. Все богатства будут конфискованы. Правильно говорит, что человек забирает с собой в могилу только саван и 2 метра земли. Все, больше ничего не будет. Поэтому я в свое время сделал выбор. Все это отодвинул и поставил цель, что мы должны построить сильное государство, свободное, сильные люди, сильное образование, чтобы мы были независимы, не боялись ни Китая, ни России, вообще никого. Понимаете? А Назарбаев избрал другой путь, и Токаев продолжатель этого курса. Продолжатель этого курса. Уважаемые друзья, в этой связи на следующей неделе мы обозначим места, где мы будем проводить. Я говорил нашу стратегию. Давить на этот режим. Он все равно будет мобилизовываться. Все площади охранять. Мы будем все время оказывать давление, потому что в диктаторской среде взрывы происходят неожиданно. Потому что профсоюзы не работают, пресса не работает, каждый день вас давят.
Вы не можете найти выход, как вырваться из этой ситуации, разве что только уехать в Великобританию или в Южную Корею. Ну там могут люди уехать, 20 тысяч, 100 тысяч. А у нас живет в Казахстане уже больше 20 миллионов населения. Уедут единицы, что называется. Поэтому выхода тут никакого не будет. Наступит момент, когда будет социальный взрыв и революция. И мы должны продолжать давить и давить, давить. Это первая линия. То есть мы это будем продолжать, поэтому 16 декабря я призываю выйти на митинг. Во-первых, почтить памятью тех, кто погиб в 1986 году, в Жанаузене в 2011 году, кто погиб в 2022 году. И вообще все те, кто пострадали от действий этого режима, мы должны их помнить. 16 декабря, это суббота, это выходной день, несколько дней будет выходной день. Я призываю людей выйти по многим городам. Адреса я обозначу. Теперь, что мы должны требовать? Мы должны требовать свободу политическим заключенным. И вообще пора требовать, чтобы тот лозунг, о котором мы говорили, «Шалкет», снова подняли и возобновили. Именно 16 декабря. Потому что кровавый не только Токаев, кровавый в первую очередь Назарбаев. Он после себя поставил этого человека, он сейчас его прославляет, говорит, я его правильно поставил, я его поддерживаю. Именно его ставленник дал приказ расстрелять сотни людей в 22 году в Кантар. И мы должны требовать их отставки 16 декабря. Мы все, как народ, должны понимать, нам с этими людьми не по пути, их место в тюрьме. Теперь я еще хотел бы следующие слова сказать. Когда в 2001 году мы объявили о создании демократического выбора Казахстана, у меня в ноябре, в декабре и в январе подряд постоянно шли переговоры с Нурсултаном Назарбаевым. Он меня убеждал, что я должен прекратить политическую деятельность. Я же, в свою очередь, требовал тот курс, который он публично объявляет, построение демократического государства, что он этот план начал реализовывать, а не строить свое личное государство, а на него личное. И вот у нас, когда вот такие шли яростные разговоры, то, что вы видели где-то вот общая встреча, я там достаточно корректно говорил, и мне сейчас пишут, что я единственный, кто в лицо говорил. Это все очень, даже, знаете, лирика. На самом деле у нас были открыты совещания, где более резче происходило. 1 на 1 это вообще был, что называется, рубежка была с ним. И он мне тогда такие слова сказал, когда услышал, что я хочу построить, какую я страну хочу увидеть. Он на меня так с сожалением посмотрел, я понимал, в чем суть сожаления. Он сожалел, что я не вхожу в член его организованной преступной группы и не собираюсь реализовывать его планы. Он на меня с сожалением посмотрел и сказал: как вас мало, вас мало. Да, нас было мало, поэтому нас посадили в тюрьму, нас разгромили. Но эти идеи никуда не пропали, потому что человек так устроен, он все время стремится к лучшему, к свободе, а без свободы лучшего не будет. И вот сегодня я один из тех немногих, кто остался с того времени 2001 года. Я могу сказать следующее: нас стало во много раз больше. Да, я лишился всех средств. И я вижу, что мне некоторые люди глупые, я, извините, скажу, даже тупые, я так буду говорить все время, хотя меня говорят, не говори так, я буду говорить. Почему? Потому что мой жизненный путь открытый и понятный. Вчера они кричали, что я украл миллиарды долларов и верни назад, а когда я стал обращаться за помощью к вам, уважаемые друзья, они начали говорить: о, попрошайка просит денег. Понимаете, да? То есть уже вчера они говорили, что я миллиардер, который они у меня конфисковали, а теперь они говорят, что я попрошайка. На самом деле, уважаемые друзья, я хочу следующее сказать. Я вот 4-й раз организовывал сборы средств. С большим трудом 4-й сбор закрылся. Хотел бы поблагодарить многих уважаемых наших соратников, которые поддерживали, до последнего момента переживали и переживают сейчас. Я хотел поблагодарить наших соотечественников, которые живут за рубежом, которые серьезный вклад сделали. Особенно так получилось, ряд наших граждан, которые живут в Турции. Я, честно говоря, удивлен.
Они мне серьезную помощь оказали. И вот благодаря вашей поддержке я стою. Год назад Токаев радостно здесь подписал в Париже контракты и думал, что все, мы сейчас экстрадируем Мухтара Аблязова. Так вот, есть решение суда, которое запрещает мою экстрадицию в Казахстан или в страны бывшего Советского Союза. И сейчас борьба идет вокруг возможной депортации. То есть я должен покинуть Францию в течение 30 дней. Но благодаря вашей финансовой поддержке я организовал здесь судебную борьбу. И я уверен, что на более высокой инстанции я выиграю. 8 декабря мои адвокаты подают апелляцию. И будут еще ряд инстанций. И поэтому я буду обращаться к вам за постоянной поддержкой. Это первое. Там такие злопыхатели пишут, сколько можно собирать. Я даже не к ним сделаю обращение, потому что они все равно не помогают. От них пользы нет. Это вот эта серая масса, которая никогда не хочет понять, что они рабы. Рабы, которые всего боятся. Вот жизнь у них такая рабская.